По данным региональной госавтоинспекции, в Коми растет количество дорожно-транспортных происшествий. С начала года автоинспекторы зафиксировали 54 аварии, 3 человека погибли, 84 получили различные травмы. В некоторых случаях особо отличились любители горячительных напитков. В итоге расплата ждала не только самих нарушителей, но и других участников дорожного движения. Обзор январских ДТП в материале Евгения Стоказа. Ночью 4 января в Усть-Цилимском районе в ДТП пострадали 4 человека. Подъезжая к селу Хабариха, водитель Kia сначала допустил занос, а затем съезд в кювет. В результате автомобиль перевернулся на крышу. Пострадали водитель, мужчина 88 года рождения с диагнозом ушибы в области головы, правого уха, грудной клетки, раны волосистой части головы и левой щеки, он был госпитализирован. Пассажир, мужчина 93 года рождения с раной волосистой части головы, гематомой слева в области головы, был госпитализирован. Мужчина находился на заднем пассажирском сидении справа, не был пристегнут ремнем безопасности. Еще 2 пассажирки Kia отделались незначительными ушибами. От тяжких травм их спасли ремни безопасности. По словам очевидцев, в момент ДТП водитель имел явные признаки опьянения. Сейчас эту версию проверяют правоохранители. Кровь нарушителя медики взяли на анализ. Следующая авария произошла 14 января. В Печорском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Предварительно аварию спровоцировал водитель Нефаза, который при повороте налево не пропустил встречную «Ладу». Нефаз, двигаясь по автодороге железнодорожная станция Кожва города Печора, на нерегулируемом перекрестке при совершении маневра поворота не уступил дорогу, в результате чего совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2114 под управлением гражданина 96 года рождения. После чего водитель автомашины Нефаз с места ДТП скрылся. Впоследствии был разыскан сотрудниками ГИБДД. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Тест оказался положительным. В момент ДТП в легковом автомобиле, кроме водителя, находились 4 пассажиров, в том числе 2 детей, 3 и 5 лет. Все они получили серьезные травмы и были госпитализированы. Позже 23-летняя девушка, которая в момент столкновения вместе с малышами была на заднем пассажирском кресле, от полученных травм скончалась. По данному факту ведется следствие. Неудачный обгон стал причиной еще одной серьезной аварии под Ухтой. 20 января на 12-м километре автодороги подъезд к поселку Ярига столкнулись автобус и 2 автомобиля. По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель синей Дэу. Выполняя маневр обгона, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной Дэу, после чего вторая автомашина Дэу совершила столкновение с автобусом ПАС, который двигался в попутном направлении. Предполагаемый виновник ДТП, мужчина 1966 года рождения, получил ушиб грудной клетки. Также пострадали участники дорожного движения, которые находились во второй автомашине Дэу. Это женщина 1978 года рождения и мальчик 2016 годов рождения. Различные травмы получил и второй водитель. По факту аварии проводится проверка. Установлено, за последний год предполагаемый виновник столкновения 3 раза привлекался к административной ответственности за грубое нарушение правил.